Что мы должны сделать? Приятно было, что приятно было. К сожалению, в многих местах вот эта беда есть. И так получилось, что я в кафе перешел. Смотрим на то, что будет выбирать потребитель. То, что мы любим, то и открыли. Бывали воровство. Это проблема. За руку прям привел туда. Просто человека поставил на кухню, чтобы он просто стоял. Один в Багдате, один в сторону глазной больницы. Наверное, вы не видели наши подкасты. Проблемы всегда есть. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст Хорика, где мы говорим с экспертами ресторанной отрасли и гостиничного бизнеса. Сегодня у нас гость Лазизджон, владелец Simple. Это как бы переводится «Одди», да? Simple «Одди». Здравствуйте, добро пожаловать. Так как я ранее с вами общался, говорил, я не так уж много о вас знаю, у вас так информация закрыта. Могли бы вы представиться, как вы пришли к этому бизнесу, с чего вы начинали, и представить себя вот в свой путь, рассказать свой путь? Ассаламу алейкум, всем здравствуйте. Меня зовут Лазиз. В эту сферу я чисто случайно просто взял место, хотел магазин одежды сделать, и так получилось, что я в кафе перешел. Случайно. История случайности, это не впервые, вы знаете. Да. Многие люди, вот я сам тоже всегда говорю об этом, я тоже появился в этом бизнесе случайно, но там прикипел более 25 лет, можно сказать, 30 лет уже занимаюсь ресторанным бизнесом. Вы же до этого занимались каким-то другими-то бизнесами. Какое направление вы занимались, если не секрет? Ни для кого не секрет. Все знают магазин «Де-факто», я там директор. И когда пандемия была, так получилось, мы с братом открыли продуктовый магазин на повороте аэропорта. Самир его зовут, магазин «Самир». И так получилось, что много времени занимало, я оттуда вышел, отдал брату и вышел, и случайно увидел помещение свободное, позвонил, и чисто это как судьба, можно сказать, и я набираю номер, человек знакомый, представляете, я говорю, откуда я тебя знаю? Такой вопрос, Акай Лазиз говорит. Я говорю, слушай, это место твое? Говорю, да, идем, тогда договоримся. Все, пришли, взяли. Он говорит, что ты сделаешь? Я говорю, да вот этот магазин одежды. Ладно, возьми, короче. Я начал, еще ремонт не начал, думаю, магазин одежды как-то везде есть. Давай что-нибудь другое. И просто решили сделать кафе. Ремонт делаю, я все сам сделал. Ремонт, дизайн, все сам сделал. А был ли выбор? Вы изначально шли к тому, что вы хотели открыть кафе быстрого питания, вот, например? Я же говорю, или магазин одежды, или кафе, например, другие направления есть, но пивные кофейни, нет. Чисто у меня все без спиртного получается. Даже магазин открыли, мы один раз пиво поставили, и люди, которые знакомые, посмотрели, говорят, ты что, пиво продаешь? Я такой, ладно, давай, и пиво убрали. Кафе, многие направления тоже без спиртных есть. Например, вы со времен... больше 3 лет. 4-й год уже как этим занимаетесь. В нашем направлении, самом вот этом быстром питании, несколько направлений. Там, например, есть быстрое питание, если помните, такие диетические, есть быстрое направление. Быстрое питание тоже, можно сказать, суши-бары, там, пиццерии. Они все находятся в разных направлениях. Вот ваша цель открыть что изначально? Фастфуд, естественно. Почему? Потому что мы любим сами. Как можно сказать, для себя открыли. И то, что мы любим, то и открыли. Просто, если вы знаете, вот хот-догер, вот в основном популярны были хот-догер и чикен. Я думал, хот-догер, там пиццы нет, я хочу пиццу. И в чикене хот-дога нет, я хочу... Вот это совместил и сделал хот-дог, гамбургер, пицца и напитки. Получается фастфуд, но еще и там туда пиццу добавил. Вот так сделал. Увеличил меню.
Разные направления вы смещали, сделали фьюжн какой-то. Да. Даже кофемашину поставил, который хороший кофе дает, ну, чтобы люди не только пришли хот-дог поели, и люди, которые могли хороший кофе попить, зерновое. А в данный момент, вот вы первое это кафе открыли в 2021 году, как вы сейчас огласили. Вы вошли с другого отрасли, вы до этого занимались одеждой, тоже это стиль, тоже это какое-то творчество, надо там тоже подходить таким, что тоже думать о том, что будет выбирать потребитель. Какие сложности вот вы столкнулись, то, что нет в другом отрасли, которой вы занимались? Вот именно в ресторанном бизнесе были ваши сложности, первые шаги, и что вы не ожидали? Какие неожиданные сложности появились? Вот у нас часто наши зрители спрашивают, пусть нас рассказывают ваши гости свой путь, и каждый путь думает, что имеет свои сложности. Если магазин одежды, то консультанта можешь прямо сейчас взять на работу и сразу приступить к своим рабочим обязанностям. Объяснил, пошел, работает. Но в кафе это не так, в ресторане, потому что его надо показать, как это все делается. Обычный хот-дог, все это собирать надо. Надо, чтобы все ровно сделали. Конечно, такого человека найти очень сложно. Как я до этого сказал, что чисто случайно так получилось. Я позвонил, и знакомый оказался. Тут ремонт заканчиваю. Супруга говорит, слушай, ты ремонт заканчиваешь, у тебя персонал нету, ты не знаешь, как все это готовить. Что ты будешь делать? Поверите, нет, я в Сомонтидже объявление подал. Я через 1 час удалил объявление. Я нашел человека, 4 нашел, то есть кандидатов. Из них 2 сразу взял на работу. Они на следующий день у меня уже сидели, я им задание дал. Я говорю, я в этом не понимаю, но так как вы работали, давайте мне составляйте меню, я буду дегустатором. Мы начали все это. Вам не было такого, что не лучше было бы пригласить эксперта, который бы набрал бы эти вещи, и вы вот эти обязанности эксперта взяли на себя? Насколько вы этим после были удовлетворены? Смотрите, я вам чуть-чуть оттуда начну, издалека. С детства, ну, вы знаете, у нас были всегда сложности, и всегда я учился, всегда и в школе учился, в универе учился, везде. Всегда, если мне что-то не хватает, я всегда самоучением. Обращаюсь к книге. Да, я изучал. Я всех этих, которые, как Кийосаки, вот это все прочитал, узнал, откуда они все это делали. И даже про ресторанный бизнес начал изучать. Вот в Инстаграме, в Узбекистане есть. У нас еще ресторанные мероприятия проводили, сюда привозили людей. Я начал изучать все это, как люди делают, что они делают. И пытался понять, как они пришли к этому, как вот сейчас мы пытаемся людям объяснить, помочь, чтобы они быстрее решали свои вопросы. И поэтому я очень долгое время искал решение каждому вопросу. Я изучаю все. Если у меня задача что-то сделать, я начинаю изучать это. Как мне достичь этой цели? Так как очередной гость, можно сказать, рекомендует искать быть самообразованным, опять-таки, вы считаете, что у вас бизнес получился? Теперь о том, что как я пытался сделать, и чтобы, как вы сказали, позвать профессионала, да? Позвать профессионала это легче. Почему? Потому что мне, допустим, который владеет бизнесом, да, особенно когда все это, вот эта граммировка, вот это очень сложное. Технически. Это очень сложно. Пока все это должен понять. И ты никогда не сможешь все это регулировать. И позвать специалиста это лучше, конечно. Но из-за того, что я не находил таких экспертов, я пытался сам решать.
Смотрите, как я сказал, в жизни все так получилось, что я, ну как, тот сказал, что позвонил, и знакомый оказался, и самому TJ объявление подал, через 1 час удалил. Но к этому всему, я сейчас вспомнил, один знакомый меня привел. Как он привел? Он просто мне рассказал. Это владелец хот-догера. Он сказал... Сохиб. Не Сохиб, Акай Мирзо. Мирзо. Их бухгалтер. Да, не знаю. Взрослый мужчина. Да, бухгалтер. И он рассказал мне, что вот так, оказывается, вот так. Это просто. Да, вот так делается, вот так. Он сам бухгалтер, как я. Я изначально был программист, на программиста учился, потом переквалифицировался на бухгалтера. И так я бухгалтерию изучал. И я с ним общался, говорю, что ты сейчас делаешь? Да, вот хот-догер, мускафе, все такое. Я говорю, да. И вот этот появился. Да. Потом, когда я реализовал, я его встретил, говорю, пошли кое-что покажу. Говорю, что ты покажешь? Я говорю, кафе открыл. Серьезно? Он потом позвал ребят из хот-догера и мускафе, сказал, если у него вопрос есть, помогите ему. Ну, они пришли, некоторые вопросы объяснили мне, как нужно, где заказать. Ну, коротко мне рассказали, что нужно сделать. И вот все равно у человека должен быть кто-то, кто может подсказать, как это хотя бы сделать. То есть, если ты сам будешь, конечно, изучать, это сложно, очень сложно. Но если кто-то скажет в определенный момент, вот вопрос, как его решать. Вот туда возьмешь, вот это закажешь, вот так. Я вам открою такой небольшой секрет. Надеюсь, что Сохиб и Азиз, Раушан, они не обидятся. Они тоже изучали изначально, как вы всегда были в поисках. Опять-таки, они пришли к тому, что им надо принимать к себе на работу эксперта. Но благо у них уже все получается. Они лучшие, можно сказать, в своем сегменте. Да. Это никому, наверное, не секрет. Они качественно свое качество держат. Бывали воровство сотрудников. Если бывало воровство, к сожалению, в постсоветской стране это очевидные вещи. В многих странах это уже еще до сих пор не искоренен. Как вы этим боролись? Вот для наших зрителей тоже будет интересно. Или вы эту борьбу выиграли вы? Сначала расскажу о том, с воровством насчет этого. Таких моментов у нас было много. Конечно, это случайно замечал, потому что все проверяешь, не сходится. Как не сходится? Вот 100 булочек пришло, 100 булочек должна продать, или 90 продали, 10 должно оставаться, не остается. Как это так? Ревизию делаем, объясняем, находим, что вот тот случайно или там говорит забыл, а потом смотрим, что он еще забыл, а потом находим, что он не случайно забыл, и приходится этого человека заменять. Но самое простое решение – это замена. Самое простое, потому что больше с ним ничего не сможешь сделать. Ради 100 самого что с ним сделаешь? Вот, например, бывает часто такие ошибочные моменты. Я всегда говорю о том, вот я вам тоже, наверное, это как наставление всем рестораторам. Я всегда говорю, если у тебя сотрудники не очень хорошие, и как бы терпеть, я лучше закройтесь месяц, подготовьтесь, наберите лучшую команду, создайте свою команду, обучите, сделайте и открывайте заново. А вместо того, что, вот, например, те же люди, те, которые у вас крадут, в 2 раза больше будут красть у потребителей, у ваших гостей, и это приведет тень вашей репутации. Из-за этого я всегда рекомендую, если у вас команда, кто-то там 3-4 человека ворует, к сожалению, в нашем бизнесе воровство с одним человеком не заканчивается. Для них часто бывает, что должен быть второй человек, который, например, первый отдает, второй продает. У нас есть такой бизнес, что это не с прилавки взял, передать, а здесь должен второй человек, который будет тебя поддерживать. Из-за этого я всегда рекомендую рестораторам, те, которые занимаются нашим бизнесом, я всегда рекомендую лучше закрыть, переосмыслить, подготовить новую команду, изучить. Если кассир
не пробьет чек через моноблок, да, заказ не пробьет, то у повара чек не пробьется, то только по чеку работает. И там у них есть калькуляция всего, как, сколько. И постоянно делать ревизии. 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, чтобы понимать, что правильно ли персонал добавляет ингредиенты. Например, пиццу готовит, все ли правильно разложил, все ли отдал. И если весь процесс автоматизирует, и это приведет к минимальным потерям, то есть воровство автоматически не будет. Если, конечно, как вы сказали, компаньона не возникнет, да, все равно у нас сейчас технологии, камера, и если кто-то за этим следит, менеджер, допустим, или кто-то еще по камерам следит, то вообще, может быть, не будет этих воровств. Исключить. Да. Вы считаете, что исключить? К минимуму потерям можно привести. Лазиз, вот у нас программа, мы эту программу создали для развития нашей отрасли. Это как бы во благо развития нашего именно общества в плане того, что мы должны заниматься сервисом. У нас в городе много вкладывает на развитие строений нашего города, создает большие инфраструктуры, но, к сожалению, у нас есть проблема, по-моему, никому нет секрет, проблема сервиса, именно обслуживания. Как вы сервисом, что вы делаете, чтобы у вас сервис был лучше, чем у других? Какими инструментами вы пользуетесь? Смотрите, как я говорил, это проблема. Персонал – это очень большая проблема, но я нашел самых главных. Менеджеров нашел, шеф-поваров нашел, которые за этим следят. Я поставил их, если даже кто-то внутри уходит, приходит, но главный, он всегда там. И он решает вопросы. То есть ушел этот, в крайнем случае он сам этим занимается. Крайний случай, если он не нашел срочно человека. Если человек сегодня прям не пришел на работу, он срочно или из другой точки возьмет, или кто-то на отдыхе его позовет, и пока он 2 смены работает, человека приведет, обучит и сразу же оставит работать. Если у вас не будет такого человека, вам будет сложно каждого все время обучать. Это смотрите, человека приводишь, он ничего не понимает. Все это готовит, все это обучаешь, он через короткое время, давайте, через 3 месяца, скажем, да, скажет, я ухожу. Все, ушел, и ты говоришь, я столько вложился в него, чтобы он хорошо готовил, и он уходит. Лучше взять главных, которые, как бы они ни ушли, у тебя все равно все будет на одном уровне работать. И я решение решал таким способом. Ваше мнение, вы сами столкнулись с ресторанным бизнесом, вы начали заниматься ресторанным. Как вы считаете, в 10-бальной шкале, какая ваша оценка именно в плане того, что у нас сервис Душанбе в городе, это будем говорить сейчас о Душанбе, не будем говорить о регионах, на каком уровне? В общем, я бы не сказал. В общем, я бы оценку не ставил. Знаете почему? Например, идешь в ресторан, где подороже, да, там в общем, тебе очень хорошо следят. Даже если тот, который новичок, который стажер приходит, за ним стоит человек, говорит, если он ошибется, вы посмотрите на это лояльно, потому что стажер все такое. В общем, я видел это. То есть, если ресторан более дорогой, они следят за тем, чтобы даже если стажер, он должен отвечать хорошо. А есть места, которые вроде нормально, вроде все, этот уровень, дорого, все такое, но нету никого. Зовешь, 3 часа все равно не проходит. И если оценку давать, в некоторых местах реально 8, 9, 10, а в некоторых местах очень низко, 2-3 балла вот так. У нас есть
Опять-таки, я еще раз повторяю, вообще хорик это обозначает гостиницы, рестораны и кейтеринг. Мы этот проект сделали, чтобы улучшить сервис в Таджикистане. На ваш взгляд, что препятствует развитию вот самих официантов? На ваш взгляд, что должны мы сделать, чтобы наши официанты лучше работали? Что мы должны сделать? Лично мое мнение, их обучать, очень сильно обучать надо. Потом нужно пропускать к клиентам. И даже, знаете, у нас очень часто говорят клиент, а в других странах я часто замечал гости, да, у нас практически этого нету. Почему? Объясню. Клиенты у нас из-за того, что уже официанты уже говорят, клиенты приходят, обращаются, клиент, да, а, допустим, в России, допустим, было, приходит гость и общается с тобой как с гостем. Это всего лишь этикет для нас. Да. Это этикет ресторанного бизнеса. Это недавняя мода. Вот это вышло 10-15 лет. Но для нас, для руководителей ресторана, клиент это тоже не оскорбление. Просто мы всегда пытаемся внедрить своим официантам, говорить и гости. Почему? Потому что для нас это мы те, которые занимаемся, например, управлением бизнеса или занимаемся каким-то корректировкой ситуации. Для нас они клиенты. Это тоже не обидное слово. Также в любых сфере там, торговли тоже являются клиентами. Это чисто условные слово гость и клиент. Я знаю, что последние вот эти года вот слово клиент и гость стало вот много поспорить именно в плане, что говорить правильно. Я всегда говорю, хоть чем называйте, но классно обслуживаете. Вы видели вот здесь где-нибудь такие центры, где можно их обучать? Нет, конечно, нет. Это очень сложно. Это очень сложно. То есть человека взять, обучить его и пропустить к торговле, это очень долгий путь. Когда ты должен найти человека, ты должен обучить его, ты должен потом отпустить его, что он сделал твою работу. Человек, который работает с клиентом, это твое же лицо. И вот этот долгий путь, оставляешь его, и через месяц он уходит, и снова такой, ой, что делать? Это сложно. Опять-таки обучаете, кто-то вас, сотрудников хороших хантят. Ну, если хороших сотрудников хантят, там есть тоже наши тоже какие-то, есть отчасти тоже наша вина. Вот почему-то я всегда хвалюсь тем, что у меня сотрудники работают уже 20 лет со мной. К сожалению, эффективности нету. Знаете, это мое субъективное мнение. Сейчас я вам вопрос задал, и теперь я отвечу на этот вопрос своими словами. К сожалению, у нас самого статуса официанта не так уж высокая. Да. Вы знаете, это опять-таки проблема в том, что официант, который будет себя уважать, это человек, который знает свою цену. А тот, который себя ценит, он не будет опускаться до того уровня, который будут отпускать потребители. Для этого я считаю, что в какой-то мере нам надо и общество поменять. А чтобы общество поменять, надо какие-то образовательные передачи проводить или как-то донести до народа, что вот эта работа, она не позорная. Да? Да. Вы как раз в перерыве об этом тоже говорили. К сожалению, наши гости часто считают, если ты официант, значит, ты человек из низкого социального общества. Да? Поэтому плохое обращение. Да. И к этому, как вы думаете, вот теперь мой вопрос к этому, то, что я вам объяснил, что мы должны сделать? Что сделать должен общество или государство, чтобы статус официанта поднялось, чтобы эта работа была вакантным, и люди сами обучались, чтобы к этому пришли. Смотрите, насчет обучался, допустим, ресторанному бизнесу, да, что я изучал? Изучал, что там говорили, допустим, бармену дай проценту, повару дай проценты, допустим, чтобы он был мотивирован хорошо работать, да. Я это сделал. Сейчас я проценты даю, до сих пор проценты даю, но в какой-то момент я эти проценты сделал так, чтобы люди были мотивированы, что это вот мое, ничего такого не произошло. Я всего лишь оставил
проценты. Чем больше будешь продавать, тем больше тебе прибыль. Поэтому сейчас у них как стараются больше продать. Все. Естественно, я разделил, смотрите, я разделил функции. То есть я просто человека поставил на кухню, чтобы он просто стоял, следил. Все. Его функция следить, чтобы не дать персоналу плохо работать. Плохо работать. Человек, который следит за качеством. Да, у вас появился человек, который будет следить за качеством подачи, времени. Да. Само быстро, вы взяли направление, я знаю, что в нашем бизнесе ничего не легкое. Да, часто говорят, что тот бизнес легче или этот бизнес легче. Просто ни в каком направлении нету. Вы начали быстро. Насколько вы удовлетворены скоростью своей заведения? Оно соответствует ли вашему заявлению, что вы быстро делаете? Насколько вы цените время ваших посетителей? Насколько вы на это поставили? С этим всегда проблемы есть. Почему? Потому что я сказал, я сам за всем слежу, даже Инстаграм. У меня все, кто жалобы идут или что идет, я сам. Первый я получаю, потом иду и ищу причину, где у вас там что случилось. Любой, у кого что-то случилось, если он пишет, первым я читаю это. И иду. Если наказывать, то наказывать. То есть они не скроют от меня вот это. Камеры на телефоне. Обратная связь у вас. У вас, я как слышу, я как знаю, у вас несколько точек, да, филиалов? Да, про это мы не сказали. Смотрите, на повороте аэропорта открыли. Конечно, любой бизнес сложный. Я сейчас про минусы тоже скажу. То есть, что у меня случилось в пути. На повороте аэропорта открыли, где на Путовском есть 2 сейчас активно работает, и 2 у меня франшиза. То есть, в Душанбе, по-моему, еще не видели, чтобы кто-то у кого-то франшизу брал, правильно? А для франшизы определенно, вы знаете, я знаю, насколько я знаю франшизы, для открытия своего франшизы, заявить свой продукт франшизы, у вас должен быть уникальный продукт. А что у вас уникального? Уникальность в том, что я, как вначале говорил, я сам дегустировал, все сам подбирал. Даже если что-то дорожает, я говорю, не трогайте цены, то есть ладно, мы немножко поменьше будем зарабатывать. Вы создали свой стандарт. Да, свой стандарт, который мне нравится, значит, другим тоже нравится. Ну, не то, что прям значит другим нравится, а мне нравится, и окружение мое удовлетворяет это все, и все знакомые говорят, я хочу кушать у тебя. И люди пришли, сами сначала сказали, да, может, у тебя франшизу купить возможно. Я говорю, продавать я не буду, я буду помогать тебе. И так получилось, у нас 2 франшизы. У нас один в Багдате, один в сторону глазной больницы. И 2 франшизы у нас, продукты у нас покупают, ингредиенты, которые заготовки производятся, у нас покупают, и булочка, все это как, они сами делают. Привозят это. Единственное, что не делаем, это булочки. Это фирма Ахсан, которая нам предоставляет все это. И все остальное мы сами делаем. Котлеты, все мы сами делаем. Можно сказать, франшиза и тоджики. Да, я об этом говорю. Франшиза и тоджики, и у нас работает. 2 франшизы работают. Конечно, как я сказал, у нас минусы были. Минусы как? Я в Ашане открыл, проблема возникла. Кстати, как вы говорите, ошибки бизнеса – это компаньон, да, если с компаньоном, то если он только скажет, что я тебе доверяю, все, что ты сделаешь, я тебе верю, если вы на одном уровне, то можно работать. Если человек немножко говорит, я тебе что-то не доверяю, все, с этим человеком не нужно работать, потому что я 2 раза ошибся в этом деле. Я в Ашане открыл, в Корвоне открыл, и 2 раза прогорел насчет этого. Но, к сожалению, у нас именно сама культура быть компаньоном очень сложно. Мне так как-то повезло. Я занимаюсь операционкой, а другими делами занимаются мои
учредителей, можно сказать. К сожалению, в многих местах вот эта беда есть. А это ресторан, когда всегда, ребята, если вы будете открывать ресторан, вы должны тщательно изучить своего партнера или своего учредителя, или своего там инвестора, или владельца тоже даже того здания, потому что у нас часто бывает, что приходят, они начинают лезть в операционку. Это у нас такая беда большая есть. Иногда бывает, что хозяева заведений, они не понимают о том, что, например, вот если так взять, как она должна работать. Каждый раз я объясняю. Вот, например, кто такой учредитель? Ты его нанял, чтобы его деньги работали, да, его деньги работали на него. И с этого он получал какие-то доходы, и у него есть доля риска. Есть помещение, ты берешь его помещение в найм. Такой же вот сотрудник. И этот, тот, который у тебя сдает найм, такой же сотрудник и официант, и уборщица. Он должен это осознавать. Да, ты его, конечно, не будешь там говорить, иди почисти, но у него должен быть, если вот этот порог у людей не стирается, это очень сложно будет нам развиться. Именно в плане того, что молодые ребята, они будут сложно идти к этому бизнесу. Не знаю, вот это само прошлое недоверчивость друг к другу, или там, быть, да. думая о том, что мы какие-то сложности время прошли, постепенно это развивается, но уже появились новые молодежь, вот поколение Пепси, как у нас говорят, они уже могут разобраться и как-то на берегу договариваться. Что вы вот посоветуете людям, которые будут открывать свое заведение? С чего они должны начать? Вот как вы сейчас вот через свои ошибки, через свой какой-то тернистый путь, как вы рассказывали, с чего они должны начать? С чем вы столкнулись, что вы не ожидали, мы об этом говорили. С чего они должны начать? Я сначала скажу о том, что у меня друзья тоже ко мне обращались насчет этого, да, говорили, давай, ты хотя бы подскажи нам, что нам делать. Самое простое – это локация. То есть ты должен выбрать ту локацию, которую у тебя пойдет бизнес. То есть, представляете, я открыл в Корвоне, где человека очень много, да, проходимость большой, и Саудонаш. Представляете? Целевой аудитории нет. Да, там. Целевой аудитории не получилось. Люди там едят пирожки, которые самые дешевые. И это не пошло, представляете? А если так посмотреть, там очень много человек. Каждый день 10-20 тысяч человек проходят там. И все равно не пошло. То есть первое и самое большое – это локация. Ты должен выбрать нормальную локацию. И второе, ты должен удобство нормально сделать. То есть человек, который придет в твое заведение, он должен нормально, ни запаха, да, все это комфортно человек должен себя там проводить. То есть пришел маленькое, даже есть маленькое заведение, то есть приятно было, чтобы... И вкус. Ты должен сделать так, чтобы людям приятно было. Не то, что там дешевое, там, а нормальное даже. Поменьше наценку вначале поставить, чтобы людям привыкали к этому, да. Я, когда открывал, я сказал, самый низкий наценку поставить, чтобы люди понимали. Мой сосед, который надо мной жил, он никогда не пробовал пиццу, которую я готовлю. Говорит, он автоматически думал, что, у тебя, наверное, плохое. Я говорю, один раз попробуй. За руку прям привел туда. Теперь всегда заказываю здесь. Вот смотрите, есть еще такой очевидный вопрос. Вообще Simple, вы поставили название Simple, это OD, переводится, да, простой, мы до этого говорили. Приход, в чем простота ваша? Вот простота, мы понимаем, что просто лепешка с мясом, просто это чай там, с сахаром. А в чем простота вашей подхода? Такой связки нет у меня. Я просто хотел, чтобы было запоминающее название. Почему? Потому что если имя запоминающее, ты запомнишь, что это вот Simple и вот это там. Из-за этого. Нет, Simple часто ассоциируется здесь к игрушке. У меня есть ребенок, 7 лет, у него всегда в какое-то время был
там 5 лет у них был сдвиг на Simple, да, игрушку. Она как бы, когда мне сказали Simple, я думал, что-то детское, а потом мы изучили, что вы в плане того, что это простое. Да. У нас несколько вопросов, таких стандартных вопросов, которые мы задаем. Вы можете сказать 5 причин, почему мы должны идти к Simple? Simple? Да. Я бы не сказал, что уникальный, но вкусно. Вкусно. Хот-доги вкусные, гамбургеры вкусные. Смотрите, кроме булочек, все готовится у меня. То есть у меня на складе готовится. Вы гарантируете за качество? Да. Смотрите, мясник мой одноклассник, он никогда, то есть, возможно, один раз он немножко плохое мясо отправил, я сразу позвонил ему, поругал, там немножко сахар подкушал. Я ему сказал, ты что, никогда мне не присылай такое мясо. Я отборное, прям без костей мясо есть, как бонфиле есть. Вот такое мясо присылает. Там у меня все в чистоте, все готовится. Кстати, вот у меня появилась мысль, что вот насчет этого, да, вот как там все готовится, наверное, надо один раз вот так пойти, сделать какой-то такой подкаст, который, ну-ка, покажите, как все это готовится у вас. То есть многие там грязи, да, валяются, например, да. Антисанитария. Антисанитария, да. Я, как сказал, у меня все на телефоне, я все за этим всем слежу. Я смотрю, как они готовят, да. Я цех, который там готовят, я слежу, чтобы у них проблем не было. Постоянно прихожу, камудигаст, что у вас там сломалось или чего-то не хватает. Говорит, вот у нас там... Мы сейчас этот вопрос пропускаем. Я сейчас хочу вам задать такой вопрос. Это как блиц-вопрос. 5 причин одним словом, если можете сказать. То есть, почему к нам, почему, да, к вам. Вкусно. Вкусно. У меня же еще все красиво. Красиво. Уютно, может быть. Уютно, да. Да, не знаю, я об этом не думал. Вообще, в принципе, в ресторанном бизнесе есть такой вопрос. К сожалению, наверное, я чуть-чуть не подготовил к этому стандартному вопросу. Обычно нам говорили, когда мы открывали ресторан, ты должен знать 50 причин, почему люди должны прийти к тебе. Ты должен наизусть каждый день, как мантра, себе повторять. 50 причин, почему человек должен прийти к тебе. Из-за этого часто бывает, что я внезапно этот вопрос задаю. Ну, наверное, вы не видели наши подкасты. У нас есть еще один стандартный для наших зрителей, для наших слушателей подкаста. В нашем канале YouTube люди, если конструктивно какие-то комментарии делают, наши гости что-то от себя дарят. Что бы вы могли подарить нашим слушателям? Ну, слушателям я могу подарить сертификат на, скажем, на 200 самон, если кто-нибудь прокомментирует, да? Да, вот этот вопрос мы поставили. Вы говорите 200 самон, давайте сделаем, будет чуть побольше, чтобы люди были заинтересованы, удваивать 400 самон. Все, готов. Сертификат на семью, чтобы люди пришли, отведали вашу кухню. Опять-таки наглости у нас хватает, слова. За какой комментарий, чтобы вы... Как вы сказали, за конструктивно, то есть объяснили, что надо сделать, чтобы была более качественная ваша еда. Да. Друзья, заходим в YouTube, подписываемся, ставим комментарии от Simple OD, сертификат на 400 сомонов. Меня зовут Рахим Хакбердиев. Добро пожаловать, слушайте всегда наш подкаст. Мы будем делиться надеюсь, каждые 2 недели новым подкастом. Будем приглашать экспертов. Вам спасибо, что вы не пожалели свое драгоценное время на наше приглашение. Откликнулись. К сожалению, наши многие рестораторы вообще открывать ресторан, это первый девиз, это быть смелым. К сожалению, наши многие коллеги, у них смелости не хватает прийти говорить. Говорите.
приходите тоже, друзья. Есть какие-то вопросы, мы будем ждать ваши вопросы и будем всегда рады вам ответить. Спасибо вам еще Спасибо раз. вам, Акарай. Есть пожелания нашим зрителям какие-то, можете сказать? Пожелания, если вы чего-то хотите добиться, надо это качественно делать. Спасибо. Спасибо, Акарай.